Часто люди выражают свое недовольство, жалуются на жизнь, недостатки внешности и отсутствие здоровья, и в суете будничных дней редко обращают внимание на красоту окружающего мира, забывают благодарить Всевышнего за возможность созерцать бесчисленные блага, данные нам в пользование. Но есть люди, навсегда лишенные этой способности, это слепые. Самое поразительное, они не жалуются на судьбу, что они не могут быть такими, как все. Одним из них является Саламов Адам. 25 апреля 1995 года обернулась роковой датой для 13-летнего Адама. В этот день в результате несчастного случая он лишился кисти правой руки и способности видеть. Ну а каково же родителям смотреть на своего ребенка и осознавать, что ему придется пройти весь свой жизненный путь, будучи незрячим? Мы были беженцами на территории Хасавюрта. Только вернулись, прошла неделя, всего лишь неделя. Только начали осваиваться здесь, дом был недостроенный, всего лишь одни стены, разбитые стены. В общем, дом был разбитый, как и у всех. На окраине села ни у кого не было живого дома, все было разрушено. И вместе с другими детьми они бегали на поле здесь, на окраине. Ну, там были солдаты, армия как раз расположилась рядом. Шоудоу, Сахидутха, речка такая. И они, оказывается, там вокруг себя заминировали все. И их несколько было. Ну, все ровесники сына, ему всего было 13 лет тогда. Когда мина взорвалась, двоих, которые были рядом с ними, поранило, ну так, слегка. Оторвало ему руку, разбило лицо, глаза были разбиты. Даже на лице у него челюсть была пробита насквозь даже. На лице даже были дырки насквозь. В общем, он весь был разрушенный. Это был ужасный день, это даже вспоминать, говорить тем более, вспоминать трудно. Жить жизнью слепого своего старшего сына, это трудно все это видеть, все это замечать, все это наблюдать. Мне горько, когда его вижу унылым, таким разбитым, таким отчаянным. Это самое страшное. Но благодаря тому, что он очень трудолюбивый, он не может просто так сидеть, ничем не занимаясь. По-моему, он час не может даже, да? Он целый час, если он останется без всякого занятия, без какого-то дела, все, для него это страшное испытание. Все то, что под силу этому видящему, здоровому человеку, да, он доказывает своими вот такими самоиспытаниями, он проверяет и себя, он так и говорит: вот я утверждаю себя в глазах людей, чтобы не думали, что я слабый, что я беспомощный, что я уже законченный человек, что для меня мир уже прекратил существование. Для меня нет, он говорит, я такой же, как все. Можно представить, какие страдания испытал юный мальчик в тот момент, когда он отчетливо осознал, что его жизнь превратилась в темень. Ну, ощущения были очень странными, очень странными. Я чувствовал вот всю эту боль из-за того, что не могу открыть глаза. И думал, вот-вот проснусь и пойму, что это было сон. Что это было не со мной, это был какой-то ужасный сон. И все это прошло. Дальше все будет как обычно, думал, нормально думал. Но чувство того, что я осознаю, что это действительно все происходит в реале, и
глаза открыть невозможно. Сейчас-то это понятно, могу понять. А в 13-летнем возрасте это было что-то очень страшное было. В 13-летнем возрасте. Притом я еще тогда понимал, что это на всю жизнь, а не на время. Почему? Потому что в больницах, которые были со мной, другие люди, взрослые, они рассказывали, что ослепли 15 лет назад, 30 лет назад, в детстве ослепли, и им в то время было уже 35, 40, 50 лет даже. И это мне давало повод однозначно определить, что я тоже останусь слепым. Но надеялся на лучшее, но надежды не оправдались. И пришлось вот так подстраиваться под новую жизнь, можно сказать, под новый облик, под новый стиль жизни. Пришлось приспосабливаться и привыкать, потому что выбора никакого не было. Но несмотря на все трудности, Адам не потерял себя. Закончив всего лишь 6 классов школы, ему пришлось остаться дома. Дальнейшая его жизнь превратилась в череду операций и лечений. С тех пор прошло много лет. Сейчас у него, по милости Всевышнего, крепкая и дружная семья, в которой 5 замечательных детей. И самое заветное желание Адама – хотя бы на мгновение увидеть лица своих детей. На вопрос «Какими ты их себе представляешь?» он ответил, что ему кажется, что они похожи на него в детстве. И он прав, они действительно похожи на него. Их глаза полны любви к своему отцу, и они очень трогательно заботятся о нем. Все хорошо успевают в школе и получают грамоты за отличную учебу. С особой гордостью дети показали мне грамоту, полученную отцом. Было ясно, что Адам – любящий и заботливый отец, но самое удивительное – это то, что он является автором 4 книг. Я поехал в Москву, подмосковный город Волоколамск, центр реабилитации слепых. И там я надеялся выучить рельефно-точечный шрифт Брайль. Это оказалось проще простого, и в день по одной букве учили, и буквально за месяц Брайль освоил. Но это проще простого. Но там для меня было полной неожиданностью, что обычные печатные машинки, стандартные еще советских времен, такая же машинка у моих родителей здесь дома, и такая же машинка была там, в учебных классах, в реабилитационном центре. Для меня это была полная неожиданность, что слепой отлично печатает на пишущей машинке. Но мне педагоги там объяснили, что зрячие люди на клавиатуру не смотрят, они пальцами руки рефлекс вырабатывают и вот так печатают. И буквально за 2-3 недели и печатную машинку там освоил. Вот это действительно для меня было, там они меня научили, и было интересно очень. А как только вернулся, буквально через несколько дней, сразу начал вот думать, размышлять над этой книжкой, думать, что получится, как получится. У меня не было никакого опыта, и я никак не мог определиться с жанром, какой жанр подобрать. Роман, документальный, повесть или еще что-то. Никак не мог определиться. Я раз, родители у меня педагоги, учителя русского языка и русской литературы, я раз подхожу к отцу и говорю: отец, я вот книгу хочу написать, хочу стать писателем. Он мне ответил: вот ты, говорит, фантазер, говорит, у меня, говорит, 30 лет педагогического стажа, говорит, я и то ни одной книги не написал, а ты конкретный фантазер, говорит. А я говорю: все, ответ понятен, а я узнал то, что мне надо узнать, и сразу зашел в комнату свою и начал в фантастическом жанре вот над этой книжкой работать. И уже в январе-феврале 2005 я вернулся, а 3 ноября 2005 года, да, это была суббота, уже все
книжка была готова, и ее отдали в печать. Вот первая где-то 180-170 с чем-то страниц, вторая книжка «Планета Ирс». А потом вот эти две книжки, когда вышли, были презентации, люди заговорили. И потом уже я начал потихоньку набираться опыта, и я понял, что станет ли автор литературного произведения писателем или нет, зависит от того, насколько этот автор выдерживает удары, наносимые ему читателям. И много критик было. Была критика белая, черная, с завистью, черной завистью. И с белой завистью была критика самого разного рода. Но большинство, мы хотим узнать о тебя в документальном жанре, говорили. Хорошо, как скажете, большинство так говорили. И тогда вышла в свет вот эта книжка «Седой чеченец», 121 страница. Она вышла в свет тиражом 1000 экземпляров, сначала 200 экземпляров, потом 1000 экземпляров. Но творчество это очень трудно. Почему? Потому что я не заработал на книгах ничего. Не заработал и не зарабатываю. И никто не зарабатывает. Ну, в России, там, за границей, да, нету гонораров, нету премий. Могут так моментами, когда где-то какое-то мероприятие, там, пригласить или там 10 тысяч рублей, 15-20 тысяч рублей, там, премию дать, вот так по-человечески они могут, но средств не хватает, поэтому пришлось мне это оставить. Чуть позже к нам присоединился сын Асхаб. По словам Адама, он стал его правой рукой, а принес он нам семейный фотоальбом, в котором запечатлен совсем еще юный и зрячий Адам. Как же рано он был оторван от нормального детства. Книги не приносят дохода, он пишет их скорее для себя, чтобы выразить свои переживания. А нынешняя работа очень ответственная и тяжелая. В задней части двора лежат несколько готовых могильных плит, сделанные его рукой и с помощью его семьи. Вот это детская плита, ее размеры где-то 1,15 метр, 1,20 метров. Вот сложный момент, то что при работе вот эта голова круглая с аркой, вот это на форме я сделал изменения. Вот здесь была пластина толщиной 8 сантиметров и длиной 1,20 метра. Потом эту пластину снял вот оттуда, а вот это уже наждачкой отшлифую полностью, ровно будет вот здесь. И вот тут резиновая форма, ширина ровно 40 сантиметров. У этой резиновой формы. Теперь сегодня вечером или завтра утром эту плиту вот так аккуратно, примерно вот так я сначала сюда подвину, чуть-чуть сюда, потом вот здесь можно будет за руку взяться и вот так на бок ставлю, потом эту резину, когда эта плита уже стоит на боку, резину аккуратно снимаю. И вот эти рисунки на лицевой стороне плиты уже будут. Текст будет, арабский текст, там узоры будут. Вот эти узоры вот, по краям будут полностью, слева и справа. И арабский текст будет на ней с лицевой стороны. Меня радует то, что я делаю, это очень важно. И в религии, и по исламу. То есть я своей рукой, когда я работаю, я чувствую важность этой работы. И поэтому я от этого получаю самоудовлетворение. То, что смерть, могильная плита – это нормальное явление. Каждый человек должен умереть. И плиты, такие или больше, или меньше, они
каждому человеку поставят, рано или поздно. Ничего страшного в этом нету, это нормальное явление. Работа доставляет ему массу положительных эмоций. Выполняя ее, он чувствует себя полноценным человеком. Он не способен видеть красоту мира физически, глазами, но сердце его полно веры во Всевышнего Аллаха. За то время, которое я провела, общаясь с ним, я по-другому взглянула на свою жизнь. Я поняла, что жизнь непредсказуема, и любой из нас может быть на его месте. Мы верующие люди, и наши сердца должны быть наполнены милостью и милосердием друг к другу, а в особенности к людям с ограниченными возможностями. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рекомендовал каждый день давать садаа, которая может быть в виде помощи незрячему.